Наши предки в ночь на 14 января отмечали Ногбон. К празднику готовились основательно и придавали этим дням особое значение. Готовили разные яства и напитки – осетинские пироги, артхурум, пиво, комел. Каждая семья старалась, чтобы на праздничном столе было много разнообразных блюд, потому что верили, что тогда в течение года в их доме будет изобилие и радость. За новогодним столом глава семьи произносил молитву Богу о здравии и благополучии каждого члена семьи. Также почетное место на столе занимал артхурон. Это большой пирог, олицетворяющий огонь и солнце. И все домочадцы должны были отведать его. Угощать посторонних запрещалось. Это необычный пирог, в него нужно положить монету, кусочек шерсти и зерна пшеницы. Если выпала монета, весь год обещал быть богатым и успешным. Если шерсть, то это означало год приумножения скота в новом году. В наши дни в артхурон кладут только монету. По внешнему виду пирог напоминает солнце, поэтому его так называют. Пирог делят между членами семьи, оставляют кусок и для еще не родившегося ребенка, который в скором времени должен появиться на свет. В Ногбон было принято разжечь костер, который не должен был погаснуть в течение ночи. Также не было ни одного дома, где не хранили цекура и фердег, который раз в год извлекал глава семьи. Произносил молитву, члены семьи загадывали желания. К Старому Новому году вся женская половина дома пекли небольшие сладкие пироги с изображением животных и угощали гостей. На второй день после Старого Нового года в дом приходил первый гость. Это обязательно должен был быть мужчина. И по сей день мы верим, то, как сложится жизнь в Новом году, во многом зависит от человека, который первый переступил порог нашего дома. Ногбон с нетерпением ждали молодые незамужние девушки. В эти дни они готовили соленые хлебцы и гадали на суженных. Алена Алтаева, Заур Остаев, Оксана Тактаева. Информационный выпуск сегодня.